670 заправок по всей стране могут закрыться уже 1 июля. Их владельцы не успевают выполнить требования налоговой службы об установке автоматизированной системы. С помощью специального оборудования фискалы намерены в онлайн-режиме следить за отпуском топлива. За непослушание последуют санкции. Точку продаж просто закроют и опечатают. Как говорят в Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа, 670 заправок – это 70% от общего количества по стране. В основном ими владеет малый и средний бизнес. Такие автогазозаправочные станции сосредоточены в регионах. Там могут остаться без топлива. И как минимум 10 тысяч человек без заработка. А ситуация в республике из-за карантина и так непростая. При этом чиновники говорят, что предприниматели просто несерьезно отнеслись к постановлению правительства. Документ об обязательной установке автоматизированной системы появился еще осенью прошлого года. Однако предприниматели парируют. Еще до пандемии были в России на переговорах. Они полетели, переговорили, с кем-то заключили договора, с кем-то договорились только о диагностике. Даже некоторые наши предприниматели уже внесли авансовые платежи. Но в связи с пандемией наши поставщики автоматизации сообщили нам, что в условиях такой критической ситуации, в условиях пандемии, наши договоренности переносятся. О чем мы известили Министерство экономики, извещали правительство. Также мы писали письма в налоговую службу, прилагали письма от наших поставщиков автоматизации. Мы, соответственно, попросили Министерство экономики перенести сроки внедрения АСУ в связи с пандемией для начала. Но до сих пор не последовало ответа, что нам делать малым предпринимателям дальше. У нас ничего не остается, как закрыться. Автоматизированной системой оснащены только крупные станции, которые расположены в Бишкеке и в Аше. Причем сделано это было еще на этапе строительства. Иностранные компании сами ведут учет своего товара. Малому бизнесу, говорят специалисты, такое новшество обойдется в копеечку. Автоматизация одной заправки может обойтись в сумму до 1 миллиона сомов. От правительства предприниматели просят обещанной поддержки. По расчетам бизнесменов, налоговое послабление от Министерства экономики – это всего 1900 сомов. А вот автоматизированная система для малого бизнеса окупится не скоро. Данная система, она предназначена для того, чтобы бороться с контрабандой. Можно же бороться другими методами, не обременяя средний и малый бизнес, чтобы это не ложилось на нас. Другие государства данную систему АСУ вводили несколько лет. У нас же хотят за определенно короткий период ввести эту систему. Явно здесь напрашивается вопрос, кому это выгодно, для кого. Многие заправки однозначно закроются. Это противоречит антимонопольной политике, когда останутся одни и те же на рынке, естественно, они будут творить то, что хотят. Множество писем было отправлено в правительство, говорят в Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа. Однако ответа до сих пор нет. Чиновников просят еще раз подумать над сроками исполнения постановления правительства. Просят присмотреться к опыту других стран, например, соседнего Казахстана, где систему отрабатывали долгих 9 лет. Немало времени нужно для тестирования оборудования, чтобы исправить все ошибки. В Кыргызстане сейчас имеется лишь 3 компании, которые предоставляют услуги по автоматизации заправок. Чтобы проделать необходимые манипуляции на одной точке, необходимо 10 дней. Просят предприниматели и диалога между властью и бизнесом. Ведь если через 2 недели закроются 70% заправок, страну ждет энергетический коллапс и подорожание топлива на 2-3 сома, считают специалисты. Далее повысятся цены и на продукты. Процессы-то взаимосвязаны. Анастасия Соболева, Ирлан Кемельбеков, НТС.